старту готовятся женщины на дистанции 3000 метров. В этом забеге участвует под номером 107 Осипова Ирина, Могилева Регина под номером 13, Седальшева Сарглана 261 или 4, 41, Луковцева Алена, Тераптинский Улус 18 номер, пятикратная чемпионка России, мастер спорта международного класса Сардана Трофимова, Ольга Файзрахманова под номером 200 и под номером 17 Бурнашова Елена, Мегина Кангаласский Улус. Женщинам предстоит бежать 7,5 кругов. Так, у Сардана новая прическа. Харадданова Капиталина, Осипова Ирина под номером 107. Всего участниц 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 участниц стоят на старте. И дается старт. Девушки, женщины отправились в путь за путевками к 8-м спортивным играм народов Республики Саха-Якутия, которые в начале июля будет принимать барагонцы Усалданский Улус. Сардана Трофимова сразу же побежала по графику. Рекордсменкой Республики Саха-Якутия именно в летнем является Сардана Трофимова. В 2017 году на спартакиаде Манчары Сардана Трофимова тогда выиграла у Натальи Леонтьевой, мастера спорта международного класса по горному бегу. И тогда результат у нее был 9 минут 07 секунд 48 сотых, по-моему. Насчет сотых еще надо уточнить. Но 9 минут 07 секунд. И сейчас кто-то из партнеров подскажет время. Минута 14, минута 15. Седальшева Сарглана, Могилева Регина, Бурнашова Елена, Осипова Ирина, Файзрахманова Ольга здесь бежит, Луковцева Алена. Сардана Трофимова тренируется под руководством заслуженного мастера спорта России, трехкратной чемпионки мира по бегу на 100 километров Татьяны Юрьевны Жирковой. У нее сейчас очень хорошая, солидная группа воспитанников, воспитанниц. Также у нее тренируются Надежда Бут, Дюлус Елисеев, Константин Драгунов, Захаров Петр, Бурнашова Елена, Изабелла Борисова, Гоголева Надежда. Так, Сардана Трофимова заканчивает второй круг. По бегу очень хорошо идет. Но уже отрыв составляет где-то порядка 70 метров. Могилева Регина и Седальшева Сарглана. На 4-5 Бурнашова Елена и Осипова Ирина. Так, ну я постепенно пойду в сторону финишного
створа. Так, лидером остается уже 5 кругов. Уже первый километр пробежали. Примерно какой километр? Где-то примерно 3 минуты 14 мне подсказывает. Километр Сардана Трофимова пробежала. Обычно те, которые бегут марафон, и тоже 100 километров, суточный бег, у них шаг намного короче бывает. Но по бегу Сардана, ну, по крайней мере, я вижу, что у нее шаг очень хороший, отталкивание ноги, все на должном уровне. И ожидаем очень интересную борьбу, как я уже заранее говорил, между мастером спорта международного класса Натальей Леонтьевой, Сунтарский улус, Сардана Трофимовой. Также включит в себе эту борьбу Изабелла Борисова. У нее в прошлом году на спартакиаде Монтяры на дистанции 3000 метров результат был 10 минут 0,1 секунда. Пятерка она также заняла вторым и закончила за 17 минут 31 секунду. Но рекорд республики равен 9 минут 07:48, как я говорил. Вообще Наталья Леонтьева, она выбежала из 9 минут, но это было в помещении, а в помещении бежать, как вы сами знаете, круг 200 метров, и чтобы догнать других участниц, ей, наверное, пришлось бежать, ну, по внешнему радиусу, можно сказать. И на 7-м группу преследования ведет Лукинова Саргалана, представительница Алепинского района. Итак, Сардана Трофимова смотрит на часы, фиксирует результаты прохождения определенных участков, контролирует. Дистанция 3000 метров на Олимпийских играх, я помню, Елена Романова в далеком 1992 году в Барселоне она выиграла в составе тогда объединенной команды СНГ, завоевала золотую медаль на дистанции 3000 метров, но сейчас такой дистанции нету. Так, здесь за второе и третье место уже будет борьба между тремя спортсменками. Могилева Регина, Осипова Ирина, Седальшева Саргалана. Так, перед вами Бурнашева Елена под номером 17. На вторую позицию вышла Осипова Ирина. Так, здесь я других тоже покажу. Вчера меня некоторые отправили комментарии, что я снимал очень плохо качество и показал только Сардану Трофимову. Но это я постараюсь исправиться. Критика должна быть присутствовать всегда. Это как бы мотивирует, с одной стороны. Но если критика имеет место правильности, тогда я это восприму как должное и постараюсь сделать так, чтобы и вам было интересно. Действительно, показать только одних лидеров, наверное, неправильно. В этом участвуют и многие, те, которые только начинают свой путь, возможно, большой спорт. Так, Осипова Ирина на второй позиции, Саргалана Седальшева, Могилева Регина, Мирнинский улус. Могилева Регина является дважды бронзовой призеркой в прошлом году спартакиады Монтяры на дистанции 5000 метров и 3000 метров. Но в этот раз она немножко отстает.
Так, внимание. Финиширует Сардана. Сардана Трофимова, тем не менее, уже... нет. Судья информатор дает ошибочную информацию. Сардана, к счастью, сама считает и сама показала, исправила судей. Показала, что ей еще осталось один круг. Опытные спортсменки, они знают по прохождении времени и всего остального. Харайданова Капиталина, Татинский... нет. Тут у нее на майке написано Ягблик. Я немножко неправильную информацию дал. Так, на ваших экранах Луковцева Елена, Тераптинская область под номером 41. Так, в гордом одиночестве у нас финиширует Сардана Трофимова. Ей остается... Так, а здесь бегут. За второе место будет интересная борьба. Сарглана Седалишева пока вышла на вторую позицию. За ней по пятам держится Осипова Ирина, Регина Могилева. Сардана Трофимова становится очередной раз чемпионкой республики, завоевав золотую медаль на дистанции 3000 метров. Сколько вышел результат? 9 минут 33 секунды где-то. Примерно. Потом узнаем еще сотые. Остается последний круг. Так, ну там ожидаем интересную борьбу между Кангаласского и Мегана-Кангаласского района за 6-е место. Сарглана Седалишева, Тераптинского ЛУЗ, и Ирина Осипова, которая представляет в этот раз город Якутск. В прошлом году она выступала за свой ЛУЗ, горный ЛУЗ. И сейчас мы... Деря на финишную прямую уже вышли. Сарглана Седалишева, она сейчас тренируется под руководством заслуженного мастера спорта Татьяны Юрьевны Жирковой и очень здорово прибавила. И вот вы видите, она становится очередной раз серебряной призеркой чемпионата республики. И третье место заняла Осипова Ирина. Очень интересную борьбу. Бежала лучше, чем планировала. Но это очень здорово. Так, Регина Могилева на 4-й позиции. Мирнинский ЛУЗ. Так, заканчивает дистанцию Бурнашова Елена, Мегина, Кангаласский ЛУЗ. Она в прошлом году завоевала, боюсь ошибиться, но завоевала медаль среди женщин-ветеранок на дистанции 3000 метров. Когда снимаешь и при этом еще и комментируешь, очень часто бывает такое, и мне самому не нравится мой голос, когда я смотрю свои репортажи, сам себя не узнаю по голосу, да и я бы не говорил, что у меня хороший голос, я не певец все-таки. Но меня это не останавливает. Для меня, возможно, стимулом для того, чтобы продолжить это действие, является в советские времена я слышал футбольного комментатора грузина Кате Махарадзе, и он вел репортажи футбольных матчей тогдашнего Советского Союза. И несмотря он на такой акцент грузинский, тем не менее он очень интересно вел, и мне очень интересно было слушать его. Поэтому это для меня является как-то стимулом. Хоть какую-то свою лепту в развитии легкой атлетики, я считаю, внесу. 12-м у нас финиширует представительница Верхневилюйска Карабынова Наталья. И потом через много-много лет, даже если когда меня не будет на свете, возможно, кто-то посмотрит, услышит. Ну и если кому-то это будет интересно, то я посчитаю, что сделал хоть что-то маленькое для развития, для пропаганды любимой мною легкой атлетики. Так, очередные участницы финишируют.
Так, дистанция 3000 метров закончилась, 2 забега. Это второй забег, первый забег я не снял. Ввиду Так, других внимание, надобностей через некоторое время организма. будет дан старт. Предварительный Ну и сегодня по программе будет дистанция 200 метров. Сначала предварительные забеги, потом финальные забеги. А также будет дистанция 800 метров, где мы ожидаем тоже интересную борьбу между Евгением Трифоновым, Айталом Ошибковым. Ну и среди женщин тоже будет интересная борьба. Так что пока-пока.